В начале совещания исполняющий обязанности президента Валерий Бгамба поинтересовался у исполняющих обязанности глав районов и городов о финансовой ситуации на местах. Валерий Бгамба подчеркнул, что несмотря на все трудности, в декабре прошлого года были выполнены все обязательства. Все заработные платы, пособия, пенсии были выплачены в полном размере. Такая же задача стоит и в текущем месяце, отметил исполняющий обязанности главы государства. В своем отчете исполняющие обязанности глав районов сообщили, что задолженности перед бюджетниками за декабрь нет. Исполняющий обязанности главы Гагарского района Адам Урцишба рассказал, что за январь месяц обязательства составляют около 65 миллионов рублей, и район выполнит их самостоятельно. Город Сухум также все свои обязательства выполнил за прошлый год и в январе тоже выполнит, уверил исполняющий обязанности главы столицы Алхас Лагвилава. Аналогичная ситуация и в Сухрайоне. В некоторых районах есть небольшие задолженности, но и их скоро погасит, уверили исполняющие обязанности глав администрации. Конечно, конец года был напряженный, но Министерство финансов все вовремя продатировало, были выплачены и субсидии, и дотации, год закрыли. Сейчас начали год, у нас практически никаких задолженностей нету, единственное, остались небольшие обязательства не по зарплатам, а по другим, по договорным обязательствам. Это тоже в этом месяце закроется, я думаю, у нас идем в режиме рабочем. Что касается января, работникам бюджетной сферы, за исключением работников, которые осуществляли выплату за счет дотаций и субсидий, немножко сложно. Для других у нас уже сумма есть, для выплаты мы готовы. Я не знаю, в рабочем режиме будем с Министерством финансов тоже консультироваться, обсуждать. Рассчитываем, сейчас отчетный период завершится, что платежи какие-то придут в район, и уже исходя из этого будем смотреть, да. Исполняющие обязанности главы администрации Гудаузского, Чемчирского и Ткачевского районов сообщили, что в январе районные бюджеты самостоятельно не справятся со своими обязательствами. Валерий Бгамба особо подчеркнул, что заработные платы бюджетникам должны быть выплачены своевременно и поручил усилить работу с собираемостью налогов у должников. Все резервы подтяните, насколько возможно. А что не сможете потянуть, но будем стараться помочь. Нам тоже очень сложно эти вопросы решать. Очень сложно. Очень большие были затраты. Я еще раз хочу и вас всех поблагодарить. И не все сегодня, мы не ставили цели, все министры были. Вот за ту работу, которую в декабре провели, огромные суммы мы смогли осилить и должны дальше осиливать. Если мы строим государство, должны сами себя кормить. На совещании обсуждался и вопрос подготовки районов к предстоящим выборам. В целом все отметили, что ситуация стабильная. Штабы кандидатов в президенты работают, всем предоставляются равные возможности. Проходят встречи с избирателями, никаких эксцессов нет. В некоторых районах и городах избирательные участки уже готовы. В других идет подготовка округов и самих участков. Валерий Бгамба дал поручение в день выборов во всех районах решить вопрос с бесперебойным энергообеспечением, чтобы с 8 утра 15 февраля до 8 утра 16 февраля электричество не отключали. Он также отметил, что главная задача – обеспечить проведение выборов в законном русле. Я, к сожалению, первый раз за всю нашу новейшую историю мы проводим, если не ошибаюсь, 7-е выборы. Первый раз я в жизни вижу, чтобы за этот период, чтобы 90% глав администрации ушли в отпуск. Наоборот, в этот период главы администрации, министры, все должны были быть на своих местах для того, чтобы обеспечить полное выполнение своих обязательств при проведении столь важного политического мероприятия для страны. Я очень надеюсь, что у вас хватит полномочий, ребята, у вас хватит полномочий, чтобы выполнить все те обязательства, которые на вас лежат, обеспечить порядок, обеспечить работу штабов, обеспечить работу участков, округов. Очень надеюсь, что вы все это осилите. Есть у нас четкие задачи, поставленные законом. Мы должны сделать все, чтобы помочь в работе штабов, организовать округа, помочь им, помещение, связь, транспорт. Нужно людей, я имею в виду членов участковых комиссий, окружных комиссий, помочь транспортом, помочь. Отключение надо убирать в этот день в любом случае. У нас в 8 часов утра начинается, да? С 8 практически до конца уже, до следующих 8 нельзя выключать, потому что округа будут поздно работать, они должны свои материалы в ЦИК привести. Это практически работа на всю ночь. Давай сразу с Тимуром, если надо, до этого какие-то, я не знаю, что-то сэкономить или что-то оплатить, хотя у нас с деньгами понятно, что происходит. Нет, задачу выполнить. Посмотрите общественный транспорт, чтобы не получилось, что каждый штаб будет ездить, брать своих, ты за меня голосуй, так
так далее, где есть общественный транспорт, он должен работать. Я понимаю, сейчас в селах компактных или таких в городах компактных, может, и не надо, но где есть какие-то расстояния, они должны работать. В ходе совещания Валерий Бгамба поинтересовался у исполняющего обязанности главы Гагрского района Адамура Сушба об обстоятельствах гибели 3 человек 21 января в Гагре. Ко всем нашим информационным площадкам и ресурсам, чтобы чуть-чуть тоже корректировали информацию, которую подают в общество. Не надо трагедию политизировать, пожалуйста. И так вот обстановка в стране не очень спокойная в предвыборный этот период. И давайте будем корректную, проверенную информацию выдавать. В частном секторе проводились работы, там канализацию 2 дома должны были себе провести. И пришли, просто попросили, мы даже не знали. Там бугор, это вот где азид наверху, да, там вот глубина около 3,5 метров была. Я стоял, вот пока всех не достали, до конца стоял, и потом в морге тоже с ними был. Всяческую-то помощь, что от нас зависело, мы оказали. Да. Один живет на Больничной улице. И 2 вот жили там, вот где как раз рыли это. Они сами вот себе делали это. Частный сектор, частная работа. Да, они обратились просто возможно ли трактор нам дать. Мы даже не понимали, что за там работы. Они сказали, канавку там отрыть надо. Еще я спросил, на сколько времени, потому что у меня там он должен был в другом месте быть задействован. Они говорят, часа 2, максимум 3. Валерий Бгамба поручил администрации Гагрского района и МВД тщательно расследовать обстоятельства произошедшего. Алика Трапшираму Камки, Абхазское телевидение.